Вроде неделю назад решили одну проблему. Появилась вторая проблема. И проблема у меня еще круче, но вроде как излечимая. Но хирургическое вмешательство, конечно, понадобится здесь еще. Смотрите, полный люфт у меня тут. Полный люфт, и уже отрегулировать не удается. Все уже, регулировочные пластину я уже удалил, и люфт все равно остался. Все болтается. Один я это дело, конечно, не сумею сделать. Придется знакомых кого-нибудь позвать. Там шкварневая. Что-то случилось. Все гремит, все стучит. Все гремит, все стучит. В общем, придется разбирать вот эту часть. Эту часть шкварневая. И тут бронзовая втулка, или я не знаю, как называется. Оттуда надо вытащить. Вместо этого будем вставлять подшипник. Завтра съезжу в город и купим подшипник, будем менять, в общем. Ну что, ребятки, я уже снял тормозной барабан и вижу, одна накладка уже вообще стерлась, почти нету. Наверное, этот цилиндр, полуцилиндр, но она, да, вот этот, но она отказал и может как-то обратно не отходит, пружина не тянет, или я не знаю, что случилось. Все время она тормозит, из-за этого накладка уже такая. Вторая целая. Ну, колесо как-то туго крутится, когда вот без колеса все нормально крутится. А колесо ставишь, и уже все, уже вообще туго колесо крутится. Значит, какой-то цилиндр не рабочий, видимо. И сейчас подходили умные люди, посоветовали вообще ничего не разбирать, как бы снять эту крышку и вынуть оттуда втулку и еще вкладыш, как-то попробовать оттуда вытащить, а там уже поставить новый подшипник. Попробуем так, если не получится, уже будем разбирать все. А сейчас начнем вынимать отсюда старый вкладыш, в общем. Приходил ко мне помощник, который мне показал, как все это дело делается. Один подшипник уже вон тут. Мы уже один подшипник поменяли. Как бы ничего не надо разбирать. Этот сам шкварневую вообще ничего не надо снимать. Все это легко снимается съемником самодельным. Съемником снимается, оттуда вынимается бронзовая втулка. И новый уже поставили. Где он у меня? Ой, сколько запчастей я накупил там. Смотрите, такие подшипники мы ставим. Вот. Сверху уже одну поставили. Конечно, снизу чуть-чуть будет неудобно, но лучше, чем снимать все это дело и разбирать. Будем пытаться ставить снизу. Сейчас уже второй подшипник. И вон у меня, где? Вот он. Вот старый. Вот
такая втулка старая. Такая втулка. Вот такой съемник самодельный. Сейчас я буду делать все один. И может быть даже немножко поснимаю. Вот все это барахло мы сняли оттуда. И поставили новый подшипник вот такой. Он уже тут, вот тут уже он, здесь такой конусный подшипник стоит. Все, работать. Продолжаем работать. Сейчас уже сюда надо регулировочные пластины ставить и крышкой зажать. Будем регулировать. Это уже чуть позже. А сейчас надо снизу там. Снизу уже будем менять подшипник. Откручиваю последний болт. Все, крышку мы сняли. Последняя пластинка регулировочная. И уже снимал и одну оставлял, последнюю тонкую. И все равно люфт не уж. Ну, люфт остался в общем. Сейчас будем снимать. Как бы вытащить оттуда эту втулку, или я не знаю как правильно. И вот такой нехитрый съемник рессора, кусок рессора. И обычный болт. Сейчас вкратце покажу, как я буду это делать. Но сначала надо закрутить обратно 4 болта. 4 болта закрутить. Сверху, конечно, работать лучше. Быстрее мы сняли. А сейчас будем снимать снизу. Вот так выглядит. Уже я установил съемник. Наживил там свои болты, как от крышки. 4 штуки. И вот рессора. И уже затянул этим болтом. До упора затянул и немножко буду бить вот сюда, в рессору. И как бы втулка или палец, я не знаю, скажем палец, вот он будет выходить. И сейчас я это дело буду делать. Должно у нас все получиться. Даже не надо бить, она сама выходит. Я кручу, и сама она идет. Сейчас вот покажу, в принципе. Не знаю, видно или нет. Я кручу. И вообще она идет наружу, тянет хорошо. Никуда не надо бить. Все идет ровно. Вот так. Видели, сколько уже там миллиметров 5, наверное, уже вышло. Все идет. Вот и все дела. Вот и все дела. Вот так вот сняли. Но не хочет работать. Там еще бронзовая втулка. Бронзовая втулка, это надо вытащить оттуда. Там внутри остается еще вот тут бронзовый вкладыш.
бронзовый вкладыш. Пластина такая, вот это надо еще оттуда убрать. А затем уже ставить новый подшипник. Он там плотно сидит. И одну уже как бы оттуда уже сняли. Вот такая штучка. Вот в таком виде она. Ну не жалею, оттуда вынимаем. Сейчас буду я эту работу сейчас делать. Также там было такое кольцо. Чтобы не забыть, тоже вытащили оттуда. Вот он, второй вкладыш, который я сейчас вынимал. Чуть-чуть, конечно, время потерял тоже. Зазор там, ну, нету зазора вообще. Предварительно смазал подшипник новый. Там внутри, с внутренней стороны все напихал туда. Литолу тщательно помазал. И здесь еще там тоже вот в это отверстие, куда гнездо самое, куда будем вставлять этот подшипник, тоже смазал. Смазал там литолом. И уже будем вставлять новый подшипник. Блин, вообще оказалось, что пластин очень надо. Надо очень-очень много их. По несколько штук, почти по 10 штук. Что в одну, что в другую. Такая стопка. Вон сколько штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. С одной стороны 8 штук, с другой. По толщине тоже подобрал, что наверху, что снизу. Одинаковая толщина будет. И будем еще дальше подбирать, в принципе. Так. И вот так будем зажимать. Конечно, пластин не хватит на второе колесо. Этим будем уже заниматься завтра. Комарья-то сколько. Блин. Все, люфта нету. Люфта нету. Так. Надо еще руль проверить. Вот сейчас машина у меня на домкрате, одно колесо. И вон крутится вроде нормально, как Жигули. Люфта нету и руль крутится свободно. Вроде пока как регулировка. Регулировка вроде нормальная. Пока оставим так, а потом уже по ходу как будет. Если понадобится, еще добавим пластины. Осталось затянуть еще 2 болта и все, можно сказать, одна шкварневая готова. Люфта нету, все нормально. С этим, в общем, разобрались полностью.
Так что у меня пока ремонт. Походу пока не получается. Дальше буду ремонтировать еще второе колесо, которое ушкварню. Буду дальше менять подшипники. Вот такие подшипники вставляю. Вот. И на этом колесе еще надо поменять полуцилиндр, потому что где-то что-то заело, все время тормозит. Надо, в общем, поменять на новый. И вся работа. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на природе.